Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса внес изменения не только в тренировочные планы любителей и профессионалов игры в кожаный мяч, но и в работу профильной республиканской федерации. Но все же нашему спортивному корреспонденту удалось разузнать, каким обещает быть 77-й футбольный сезон Чувашии. Яркое солнышко, плюсовая температура, сошедший с газонов снег. Самое время вспомнить о спорте номер один – футболе. Однако вместо стука мяча на аренах по понятным причинам тишина. Так что по-рабочему короткую встречу президент профильной республиканской федерации Сергей Матрёнин провел у ворот столичного стадиона «Спартак», где располагается офис. Руководители городских спортивных объектов строго выполняют предписания. Вышел приказ Минспорта Чувашии о прекращении всех спортивных мероприятий. Циркулярное письмо от РФС. Значит, зимнее первенство среди взрослых приостановлено. Приостановлены также первенство среди ветеранов 8×8. И 3 турнира, значит, посвященные 2 ветеранских турнира, 1 детский, мы вообще не проводим в связи со сложившейся ситуацией. Далее, значит, в телефонном режиме проводим консультации с командами, когда начать летний сезон. Напомним, в республике чемпионаты первенства проводятся в 9 возрастных группах, в которых заявлено более 110 команд. Так что нагрузка на федерацию большая. Ситуация в этом году улучшилась в плане. Все стадионы высшего дивизиона получили лицензии на стадион, поэтому у нас планируется 9, может быть 10 команд в чемпионате Чувашской республики, именно в чемпионате. В первом дивизионе у нас планируется 18 команд и 8 команд во втором дивизионе. И вот 16-17 команд ветеранов. В прежнем формате планируется сохранить и 82-й розыгрыш Кубка Чувашии. А вот матч за Суперкубок, запланированный на 9 мая, пока под большим вопросом. Зато нет проблем у вурнарского «Химика» Августа. «Химик» и «Вурнара» будут участвовать во втором дивизионе, во второй лиге. Предварительно они начнут этим составом на Кубок Приволжья, этим составом. И у нас же весна-осень. И вот с осени они начнут выступать. Ну а пока команды ушли на карантин и подготовку к будущим играм ведут в домашнем формате. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.